Хорошо. Всем привет! Сегодня 26 декабря. У нас сегодня мастер-класс на тему Лонхо. Меня зовут Алифатис, и сегодня мы будем замечательную картину писать. Вот. Все подготовили гуашь. Будем писать именно гуашью на обычной бумаге для акварели или для гуаши. Обязательно у вас должен быть карандаш, любой карандаш, и ластик. А можно еще вот такая клячка продается в магазине. Тоже очень хорошо убирает грязь. Очень легко можно касаться ели и можно убрать всю грязь. То есть вашу картину сильно ничего марать не будет. А вот ластик может немножко замарать. А также немножко еще повторим, потому что сегодня у нас новички. В первом уроке тоже я рассказывала, как мы какими кистями пользовались. Сегодня тоже немножко это повторим. Мы будем использовать кисти синтетику. Вот посмотрите. Синтетика бывает твердая, либо мягкая, или средняя по жесткости. Потому что есть синтетика под щетину. То есть щетина — это, конечно, натуральный. Ну, здесь натурального нету, но имитация есть чуть-чуть, бывает. У меня по жесткости средняя жесткость, да, а бывают еще такие тверденькие или наоборот вот тонкие, да, очень мягкие. А есть еще колонок. Колонок стоит очень дорого, но я думаю, колонок хорошо для портретной живописи именно маслом, а для гуаши можно не покупать, потому что колонок это у нас получается натуральное, поэтому очень быстро изнашивается, когда мы по холсту проходимся колонком. Колонок после 3 картин уже начинает ломаться, но кисть очень мягкая. Тоже можете попробовать, конечно. Здесь получается у нас разные кисти. У нас это получается это германская обычная дешевая кисть, продается в акварели, дешево. Такой набор из 5-7 кистей где-то 150 рублей стоит. Это, по-моему, это не пони даже. Я уже название забыла, но это, кажется, ну, что-то похожее, да. Но лучше всего белку покупать, потому что вот это очень старая кисть, очень мне помогла, ну, все время помогает. И когда училась, помогала эта кисть. И получается вся заскоченная, поэтому все равно выбрасывать не хочется, потому что, ну, видно, уже старенькая стала. Но белка кисть, простите, пожалуйста. Кисть белка. Вообще белку покупать хорошо, потому что такие есть пушистые кисти и кончик острый. Вот такие кисти надо брать. Достаточно одной кисти, чтобы написать картину. Вот. А здесь у нас, получается, мы можем использовать любую кисть, кроме щетины. Но лучше всего для гуаши подходит синтетика. Ну, можно немножко и белкой пользоваться. Обязательно покупайте кисти плоские, вот такие. И можете взять круглые кисти. Вот такие. Круглые кисти хорошо делать тонкие линии, а плоскими кистями мазочки. Вот синтетика есть мягкая. Можно посмотреть, отличается. Вот это жесткая, это мягкая. Все эти кисти я приобретала на Алиэкспресс.
вы тоже лучше покупайте там, потому что кисти уже проверенные, там по наборам очень дешево стоит. Можете сразу очень много наборов взять и попробовать разные толщины кисти. Есть там тонкие, круглые, плоские, большие, а есть кисти, которые такие веером. Кисти есть, которые еще разной формы. Именно для травы есть кисти, скошенные кисти, очень много разных видов кистей. Также вы можете приобрести мастихин. Но, к сожалению, сейчас у меня мастихина нету, но мастихин — это лопаточка. Лопаточка, с которой можно смешивать краски. Вот. Также можно там приобрести краски. Китайские краски, говорят, очень качественные, но я не пробовала. У меня сейчас краски — это гамма, наша российская краска, очень тоже хорошая. Можете мастер-класс купить в лавке художника или, по-моему, в акварели продавалась. И обязательно берете воду. Вот. Также покупайте палитру. Палитра. И обязательно скотчем закрываете, потому что если по дереву там смазывать, тогда будет пропитываться вода. Поэтому лучше просто пленкой закрыть. И давайте приступим. Для нас карандаш — это как линейка. Чтобы изобразить нашу картинку, мы вообще от общего начинаем. То есть от большего к частному, да. То есть мы делаем такие наброски, которые нечеткие, да, ну, примерные. И начинаем чертить. Обязательно высоту смотрим. У меня здесь получается формат А4, у вас может быть А3 или поменьше. Отмечаем вверх, где-то примерно здесь будет. Также смотрим, то есть от большего к меньшему, да. Если мы сверху смотрим, у нас сверху уменьшается, да. Или можем наоборот снизу смотреть. И это будет у нас как раз половина. То есть здесь мы находим половину и чертим снизу. Вот наша толщина нашего дерева будет. А также, чтобы найти центр, обязательно так же, как линейкой пользуетесь, карандашом, тоже находите центр и отмечаете. Но это не обязательно. Все примерно делаем. Три раза. Тоже здесь смотрим, отмечаем. Где-то у нас вот столько будет. И проводим наши линии вниз. Тут то же самое. Если узнать хотите толщину, то тоже это половина этого будет примерно. И тут то же самое. Тоже смотрим.
Тут высоту смотрим. Это примерно вот столько будет высота. Значит, у нас здесь будет находиться вот эта часть 3 раза, да? Это здесь у нас будет. И проводим линию. Здесь у нас половина была. Чуть выше. Не обязательно ластиком работать, потом мы будем уже красками скрывать. Здесь можете немножко продолжить, если у вас бумага размером больше. Если будут вопросы, обязательно спрашивайте. Здесь в Zoom есть чат. Можете в чате написать, я посмотрю, обязательно отвечу. Примерно. У нас здесь, если посмотреть на эту картину, видно, да, что лошадь стоит ближе всего. Значит, мы примерно смотрим высоту и ширину, да. Если ширину посмотреть от хвоста вот до сюда, да, значит, где-то толщина дерева будет. Значит, если мы здесь начинаем, вот здесь будет. Тоже сделаем отметки и высоту смотрим. Высота примерно где-то больше половины будет. Вот так отмечаем. Примерно набросали. Лучше вот динамику здесь хорошо слышно же, да? Вас слышно? Да, да. Да, хорошо слышим всех. Хорошо, всем привет. Так. Спасибо. Так, и сейчас наши стерхи будем отмечать. Тоже смотрим длину и высоту, да? Где-то половина даже, чуть больше половины будет. Можно тоже сравнивать вот сверху, да? Здесь получается примерно длина будет как половина верха. Отмечаем. Тихо, я и так слышу, что она говорит. А он слышит, что ты говоришь. Вот это у нас будет длина. Высота у нас где-то половина, чуть больше половины. Тоже отмечаем. И начинаем примерно прорисовывать. Набросок у нас это, да? Эскиз. Не обязательно прям идеально должно быть. Потому что мы будем дальше красками уже. Сперва у нас пойдет подмалевок, а потом уже будем конкретику рисовать. Тогда уже будет видно. Примерно написали. Также повторяем остальные наши стирки, прорисовываем. Также. Это у нас тут. Это примерно половина будет. Вот этот стержень будет находиться, если отсюда смотреть и кверху смотреть, да, то здесь середина будет у нас. Здесь тоже примерно. Так, извините, пожалуйста.
Мгм. Здесь тоже еще один будет. Очень легко, да? Получается? Главное, чтобы размеры примерные были. Примерно набросать. Рисованием не занимаемся. Даже если это будет грубо смотреться, то пусть. Где-то еще здесь будет. И здесь у нас листья будут. Тоже отмечаем. Тоже примерно все делается это. И самое сложное — нарисовать лошадь. Здесь смотрим высоту головы. Можно с ушами взять, можно без ушей. И примерно тоже смотреть. Значит, получается так. Если мы до сюда смотрим, и получается примерно так. Ага, половина этого будет у нас. Значит, отмечаем здесь. Это тоже делим. Это примерно хвост. Высота спины и хвост будет одинаковой длины. У меня здесь получается почти одинаково. Здесь у нас, если отсюда мы берем, то где-то у нас хвост вот тут будет. И примерно мы знаем. И здесь можем посмотреть еще. Здесь получается так, если у нас хвост здесь начинается, значит, где-то примерно вот тут голова, ну, волосы находятся. Так, сейчас, подождите. Голова тоже примерно отмечаем. Волосы можете тоже примерно нарисовать, как видите. Очень красивые волосы. Очень мощные, да, у нас копыта. Ноги прорисовываем. Тоже примерно. Это здесь живот у нас. Живот меньше половины. Конструктивно рисуем.
примерно будет выглядеть так. Так, здесь у нас волосы будут. Немножко даже я до сюда будет. Уточняем примерно. Определили, где наши волосы будут. Глаза, нос и рот. Ну и сзади, здесь где-то тоже немножко деревья видны. Тоже можно чуть-чуть добавить, но это не обязательно. Корни идут у нас, здесь не видно корней. Можно немножко вниз указать. Вот так вот. Здесь получается. Вот эта часть с правой стороны у нас теневая часть идет. Вот здесь. Это уже будем показывать, когда будем уже красками рисовать. То есть получается, свет падает с левой стороны. Немножко позади находится солнце. И вот эта часть будет у нас в тени. Сейчас начинаем красками рисовать. У кого размер бумаги больше А4 или А4 размер, то старайтесь брать кисть потолще. То есть тонкими кистями мы не рисуем сейчас. Где-то такая пойдет или такая. Вот смотрите, примерно так. Мгм. Обязательно немножко окунаем в воду, чтобы можно начать, конечно, с теплых оттенков или холодных. Да? Вообще в живописи, в классической живописи принято рисовать с теплых оттенков, именно в масляной живописи. Вот. А можно начинать из холодного, это уже как хочется, да? Вот. Но мы с теплого начнем сегодня. И можно еще такой момент, что у нас сегодня гуашь, немножко гуашь отличается от акварели. У кого акварель, начинайте с самого светлого освещенного места. То есть это получается солнечные тоненькие цвета. А те, кто с гуаши начинает, можете смело с темного начинать. Или можно с полутонов, тоже. Мы будем смешивать сегодня темные краски, а потом будем переходить уже более к светлым. Обязательно, если у вас коричневый цвет есть, берем коричневый, немножко погуще берем, потому что у нас будем смешивать краски. Чтобы не грязнить наш гуашь, берите новые кисти. Или можете просто промыть кисть. Можете сюда добавить, как сделать коричневый цвет. Если у вас нет коричневого цвета, берем красный. Можем чуть-чуть синего взять. И попробуйте смешать красный с синим. У нас будет такой темный коричневый. Можем сюда немножко желтый положить. И тоже смешать. Тогда у нас более светлый коричневый получается. Если у кого коричневого цвета нету, берем синий, красный, смешиваем и получаем такой темно-бордовый коричневый цвет. Немножко фиолетовый. Да? Чтобы получить какой-то охристый или коричневый цвет, можете туда добавить желтый чуть-чуть. Тогда уже немножко посветлее будет. Также можете еще зеленый взять. Немножко оттенок зеленого будет.
Уже почти темный травяной получился. В нашей картинке немножко снизу травяные оттенки есть. А также можете просто взять зеленый гуашь. Если у кого есть коричневый, такой с краснинкой, да, можете и коричневый с краснинкой взять. Или можно просто побольше красного добавить в коричневый. Тогда у нас будет коричневый с краснинкой. Как сиена жженая. Можно также получить немножко другие оттенки. Но мы немножко будем по порядку делать. Если мы хотим коричневый затемнить, мы туда немножко добавляем черный цвет. Никогда, ребята, старайтесь не использовать чистые цвета. Это черный, чистый белый. Такие оттенки лучше немножко смешивать с другими красками. Чем больше цветов вы смешаете, тем сложнее у вас цвет будет. Видите? Это уже умбра ленинградская у нас получается. Такая темная или умбра жженая. Но это не черный цвет, это темно-коричневый. Также можно получать такие цвета, как серые. Серые тоже разные виды бывают. И теплые, и холодные. А также обязательно нужно попробовать. Всегда старайтесь смешивать разные краски. Если вы хотите чистые цвета получить, то кисть у вас должна быть без красок. Если там есть какая-то краска, у вас чистый цвет не получится. Поэтому обязательно смотрим, насколько чистый цвет вы берете, если хотите именно использовать чистые цвета. Это означает, вы смешиваете где-то более 2 красок. Это чистые цвета. Где-то до 4 красок считается. Больше 4 цветов смешиваете, уже грязные цвета. Вот. Надо использовать и те цвета, оттенки. Также положим желтый цвет. Попробуем с коричневым цветом смешать. У нас такой охра натуральная получится или сиена натуральная. Такой светлый коричневый получился. Можем сюда добавить немножко белый цвет. Тоже белый ложим. И немножко белый цвет добавили. У нас получился белесый, такой телесный. Только без краснинки, он больше к желтому цвету. Также можно сюда немножко добавить красного. Тогда вот такой темный телесный получился с краснинкой. Также можете еще какие-то цвета добавить и получать уже более сложные. Давайте попробуем уже положим такую темную краску, посмотрим, да, как будет. Смотреться. Немножко смешали. Не сильно черный, не сильно коричневый. Немножко добавили черноты и положили. Не бойтесь, что у вас сильно темно. Почему вам кажется очень темно? Потому что у вас бумага белого цвета. Гуашь всегда при высыхании белеет. Это нужно учитывать. А масляные краски, они всегда остаются. Какие цвета положили, такие остаются. А если мы будем использовать акриловые краски, они темнеют. Если сильно темно, то мы немножко добавляем охристого оттенка. Немножко смешали.
и пятнами набросали краски. Только не занимаемся, просто не закрашиваем в один цвет. Старайтесь смешивать побольше разных оттенков ложить, где-то светлые, где-то тоже попробуйте смешать желтый с белым. Когда у нас в кисточке тоже цвет есть. Получается, мы 3 цвета смешали. И тоже ложим обязательно. Можно поверх ложить краски, тогда они будут немножко смешиваться. Здесь у нас более такие розовенькие цвета идут, более чистые. То есть мы немножко будем осветлять, то есть делать полутона. Здесь у нас полутона находится, тут у нас теневые, с этой стороны у нас рефлекс. Рефлекс у нас более серого оттенка, да? Сложного, зеленого, там много цветов видно. Также, если вы не видите, можно немножко еще затемнить, то есть нарисовать наши листья за деревом. Постепенно наша картина будет появляться. То есть мы будем мазочки кидать, общее что-то рисовать от общего к частному, да? Все эти детали в конце делаем. То есть получается, мы сейчас именно на этапе подмалевка. Подмалевок это означает, когда вы должны за очень короткое время быстро набросать краски, которые подходят, да, сделать объем, тональность, а потом уже в конце у нас получается детализация. Детализация это означает более четкие, выразительно сделать, отличить задний план от переднего. То есть то, что у нас впереди, у нас будет более четче. То, что позади, будет чуть мутнее. Вот. Чем дальше, тем, ну, как сказать, нечетко, да? Немножко границы здесь сливаются с фоном, потому что это немножко дальше находятся деревья, да? То, что впереди, у нас четче, ярче и блее получается, светлее. Так, продолжим. Здесь у нас получается немножко мы будем волосы... Ой, простите, пожалуйста, меня тут отвлекает сейчас. Будем вот эту часть рисовать. Наши листья. Я добавила зеленый цвет, немножко черный. Получила темный зеленый травяной. Можем сюда добавить немножко коричневый цвет. Немножко получился теплый. Вообще считается зеленый цвет нейтральный, потому что может зеленый цвет относиться как к теплым оттенкам, так и холодным. Также и фиолетовый говорят. И к холодному относится, и к теплому. Остальные цвета, как желтый, как красный, относятся к теплым, коричневый. А вот эти холодные цвета, это означает синий цвет. Вот таких, да, синий. Ну, фиолетовый тоже может немножко относиться. Голубой, холодный. Здесь можно использовать либо коричневый с зеленым оттенком. Немножко туда добавить черного.
Если сильно светлит, немножко добавляем черного. Ой. Местами набросали краски. Можно добавить также немножко краснинку. И здесь немножко коричневым с красным добавить. И с этой стороны. Темный цвет дает глубину. За счет темного цвета получаем объем. Есть одно золотое правило: нужно начинать вообще с самого дальнего, да? Но можно, правила созданы, чтобы их нарушать, поэтому можем тоже не обязательно с фона начинать. В масляной живописи лучше начинать с фона, когда фон быстро засыхает, то есть или делать такие подмалевки, вот быстренько набросать сзади, да, и потом уже к ближнему идти. То есть получается все, что ближе стоит, в конце рисуем. А здесь можно немножко по-другому рисовать. Можете тоже, если не получается где-то, можете с другой стороны начать, допустим, переднюю часть, да, или вернуться обратно, тоже коричневым. Здесь у меня коричневый немножко с краснинкой. Можно еще немножко красноты добавить и местами положить. Немножко тоже охристого добавить. Также немножко этот цвет будет, если немножко разбелить, можно немножко получить сероватый оттенок, потому что у нас немножко в кисточке черный цвет есть, коричневый, немножко красный. И этот цвет можно еще немножко отбелить и получить такой сероватый оттенок. Можно сюда немножко добавить синего. Это у нас получился рефлекс. Рефлекс можно еще по-другому получить. У нас получился сложный цвет. Можно немножко еще выбелить, добавить туда белила. Берем белила, добавляем немножко черного. У нас получился серый цвет. Но это такой холодный получился цвет. Можем сюда немножко либо зеленого добавить, можно еще немножко синего добавить. И сделать немножко сложный цвет. Если хотим светлее сделать, добавляем белый. Но можно немножко еще добавить синего.
И у нас получился серый с немножко синим. Можно серый еще немножко добавить туда зеленого и получить зеленоватый серый. То есть более теплый оттенок, но все равно холодный получился. И положить, где у нас рефлексы будут. Если у вас сильно темнеет, посмотрите, подождите, пусть чуть-чуть высохнет, либо можете добавить чуть-чуть белил. Выше у нас немножко светлее, тогда еще добавляем белила. Так, ошибочка вышла, извините. Ну, это все исправляется. Здесь у нас. Что такое рефлекс, да? Рефлекс – это отражение цветов. Представьте, что стоит ваза синего цвета и яблоко красного. Вокруг фон какой-нибудь желтый, да? Драпировка желтая, допустим, это ткань. И получается, что цвета взаимодействуют между собой рядом стоящие. Это получается, яблоко будет отражать цвет, то есть на вазе будет цвет, и еще на столе будет, то есть на ткани. То есть немножко краснеть будет со всех сторон, а ваза, наоборот, синий цвет будет отдавать. Это называется рефлекс. Но рефлекс, он не такой яркий. Немножко получается цвет такой неяркий, да? Вот. Поэтому у нас немножко рефлекс все равно какой-то охристый получается на этой картине. Немножко зеленоватый, потому что и получается здесь немножко можете добавить зеленого. Делаем уже переход, да? Переход у нас немножко такой, тоже немножко сложный цвет. Здесь немножко есть и зеленые, и такое сильно натуральное, охристые цвета есть, немножко серые, немножко зеленые, да? Значит, мы берем и коричневый, и белый, немножко желтого добавляем. Делаем такой цвет. Немножко с краснинкой будет белесый и как бежевый получился, да, но немножко сероватый. Сюда же добавляем коричневый. Можно рядышком нарисовать. Здесь у нас получился тоже немножко темнее. Снизу немножко больше желтого добавляем. Получился немножко цвет,
Это сиена у нас получилось, только более желтая сиена. Сюда же мы добавляем коричневый. Это более чистые цвета. А здесь более сложные. Здесь больше всего смешивались. Также можно в этот цвет добавить немножко зеленого. Немножко темно-зеленый смешался. И получился такой сложный цвет. Где-то темные оттенки немножко зеленым плюс коричневым можете добавить вот здесь. Можете кисть держать по-разному, не обязательно сплошня. Можно и ребром рисовать. Да, вот так у нас получается. Где этот цвет увидели, набросали. А также может немножко здесь быть, но здесь немножко более красненько идет, да? Тогда немножко начинаем добавлять красного в этот же цвет, либо просто коричневый красный берем. У меня та же кисть, просто более сложные цвета получаются. Немножко зеленый. И здесь ложим этот цвет. Немножко сюда. Здесь тоже немножко краснеет. Тоже ложим эти цвета. Где увидели, там и ложим. Главное, это надо быстро делать. Можно еще немножко красного добавить. Поярче сделать чуть-чуть местами. Смешали немножко с темным коричневым. И добавили сюда. Можно немножко сюда набросать. Но здесь больше охристых оттенков. Охристые они более желтые, да? Более такие светло-коричневые. Также где-то здесь увидели. Тоже немножко, если увидели, немножко темнит, значит немножко темного добавляем. Также где-то здесь будет. Здесь немножко зеленит. Здесь у нас получается листья. Можете смело и зеленого добавить, и желтого, охристого оттенка. И сиена натуральные коричневые цвета. Чтобы зеленый, если у кого зеленого цвета нет, то добавляем синий и желтый, и получаем зеленый цвет. Не забываем рефлексы, потому что цвета взаимодействуют друг с другом, и получается у нас вот немножко зеленеет, где-то немножко коричневеет, где-то желтеет и краснеет. Теперь можете взять новый кисть или почистить, помыть. Здесь уже более немножко розовеет, то есть получается в этой части немножко краснеет, да? Немножко зеленеет, потом краснеет, желтеет, белеет. Это мы показываем. Я взяла охру золотистую
Если у кого охры золотистой нет, можете сами тоже попробовать с желтым, немножко добавить коричневого, ну, с краснинкой или не сильно, больше желтого должно быть. Так, сюда мы немножко добавляем красный, по чуть-чуть. Если сильно добавили, то добавляем опять же охристые оттенки. Если у вас сильно розовый получился. Немножко белый добавляем. Можно также немножко коричневый сделать. Там тоже коричневый есть. Немножко где-то больше желтого добавляем. Вот такой светлый у нас получается. Где-то охристый, немножко где-то с красненькой получается. Вот такие оттенки получили. Если хотите, можно больше немножко воды добавить, потому что здесь у нас более чистые цвета. Можно и не обязательно густо брать. Можно тонкие цвета, тонким слоем нарисовать. Тоже местами, где увидите этот цвет. Также можете немножко желтый цвет взять, более желтый, да? Тоже набросать. Немножко делаем форму дерева. То есть вот эти кору показываем. Более светлый берем. И тоже уже переходы делаем, да? Немножко идем влево, где у нас более светлые оттенки. Если у вас темнит, то добавляем белила. А можно просто без белил, как акварелью, тоже тонким слоем нарисовать. Где-то вот такие оттенки будут. Это тоже, здесь тоже немножко есть переходы светлые. Более такие, как слоновая кость, есть цвет немножко местами. Где-то немножко серый цвет видим, да? Тогда вот этот цвет, где мы рядышком серый сделали, то вот с этим цветом идем сюда и смешиваем. Тоже немножко воды добавляем, потому что гуашь быстро сохнет. Смешали и где-то набросали эти рефлексы. Если вы берете больше воды, тогда у вас получается немножко смешивается оттенок. Можете тоже вот так делать. Немножко убрать лишнее пальцами, либо тряпочкой. Обязательно с собой держи. С собой нужно взять тряпочку, чтобы убирать лишнюю воду, либо остатки красок, которые вам не нужны. И также можно здесь использовать. С этой стороны больше таких серых, сложных и чистых цветов, да? Тогда
Мы можем немножко здесь побольше воды добавить и тонким слоем прорисовать вот так местами, да, но не полностью. И сухой кистью убрать лишнюю воду. Это хорошо делается белкой. Лишнюю воду убирается белкой. Можно вот так делать. Это больше как акварелью. Акварельная техника больше используется. Но гуашь тоже можно так делать. Но еще такой минус есть. Обязательно, если вы акварелью рисуете, берите бумагу для акварели плотную. Чем больше льна будет содержать бумага, тем меньше будет катышка образовываться. Катышка образовывается больше в хлопковых, ну, не тканях, а в бумагах, да? Вот. Пусть половина будет хлопок, половина лен. Тогда у вас не будет катышек на картине. Даже когда гуашь рисуешь, тоже может катышки появляться. Но если мы будем меньше воды использовать и больше будем гуашью рисовать, то есть плотные краски брать, погуще писать, тогда у нас, получается, не будет такого. А если будем больше водой разбавлять, тогда у нас может быть, катышки появляться, что может испортить картину. Здесь даже видно немножко, катышка образовалась слегка. Так. Тот же цвет немножко желтого добавила. И местами здесь накидала светлые части. Где увидели цвет, туда и кидайте. Такой. Здесь больше немножко лимонные цвета еще видны. Немножко желтые, да? Немножко желтые, немножко тот желтый можно разбавить. И немножко сюда добавить желтых оттенков. Можно сюда добавить. Тоже немножко переходы делаем. Сероватым добавляем. Тоже немножко здесь и белила есть. Чем больше цветов добавите в картину, тем ваша картина будет интереснее. Интересная картина будет. Немножко рефлекс добавляем. Текст становится немножко сложным.
где-то немножко есть синий цвет и зеленый, да? Когда синий с желтым, когда немножко зеленый будет. Здесь немножко зеленый. Мгм. Также тоже можете траву начать. Если сильно много белого цвета, тогда нужно почистить немножко, помыть, чтобы не было такого белесости. Зеленый цвет добавляем желтый и получаем такой светло-зеленый или просто травяной цвет. Где-то травяной цвет немножко здесь охристый, сиена есть цвет, охра есть, коричневый тоже, умбра, добавляем умбру. Здесь немножко красный будет, коричневый. С этой стороны больше цвета умбры будет. Немножко вот здесь зеленит, да? И немножко здесь коричневый есть у нас. Либо вы можете, чтобы такие зеленые цвета, немножко добавить воды и посмотреть. Если больше воды добавляете, у вас более светлое будет. А если вы будете густо брать, то у вас более темное будет. Можно немножко где-то оранжевизну добавить. Можно немножко затемнить, можно немножко добавить красненький, вот здесь коричневый. Немножко я больше воды добавляю. Здесь больше коричневого, красненького. Зеленый. Если где-то ошибку сделали, берете просто воду и вот так проходитесь. И сухой кистью убираете лишнюю воду. Тогда лишняя краска у вас уберется. Только сильно не увлекайтесь, потому что катышка будет появляться. Можно убрать излишнюю краску. Можно переходы смягчить таким образом. И не забудьте тени сделать. Здесь у нас падающая тень. Тоже немножко с коричневизной. Немножко в зеленый добавляйте коричневый. Тогда у вас будет темный, такой коричневый зеленый.
Здесь тени рисуем. Здесь мы немножко тоже умбры добавим. Тоже вспоминаем, как умбру делаем. Как умбру делаем. Можно в коричневый немножко добавить черный. Получается умбра жженая. А если вы хотите более темный цвет, тогда еще больше черного добавляем. Тогда у нас умбра ленинградская будет. Очень хороший цвет. Можно немножко сюда синего добавить. Ну, тот же коричневый. И сюда добавить. Здесь можно тоже переходы чуть-чуть смягчить водой. Тогда у нас переходы более смягченные получаются. Вот так вот. И сюда тоже. Если сильно чернит, тогда можно немножко воды добавить и убрать лишнюю краску. Сухой кистью убираем лишнюю краску и влагу. Если заметили, что немножко белит вот эта часть, да? Когда краска высыхает, немножко белит. Это да, свойство краски. Именно в гуаше так. Немножко здесь добавляем уброжженное. Это у нас теневая часть. Здесь более такие сложные оттенки. Сюда мы добавляем, в наш серый цвет можно добавить. Немножко можно добавить бордового. Здесь более такой оттенок, немножко с краснинкой получается. Можно синий, можно такой цвет и по-другому сделать. Добавить туда белый, красный или краплак красный и получить, еще добавить туда синий. И такой цвет неба получить. Здесь немножко цвет неба есть с коричневым. Я больше сюда добавляю синего.
делаю такой сиреневый. Если станет, добавляем. Можно еще белила добавить. Немножко светлее. Здесь больше такие желтые есть, натуральные, и немножко коричневые оттенки. С красненькой. Можете взять еще, если сильно белесый, немножко красного добавить, либо коричневого. И обязательно встаем и отходим и смотрим издалека. Не нужно картину писать очень близко, потому что мы теряемся. Издалека мы должны увидеть картину, вблизи мазочки. Тоже встаем и смотрим, отходим. Когда мы смотрим издалека, мы замечаем наши ошибки. Где-то больше каких-то других оттенков получилось. Не хватает объема, да? Где-то надо задний план затемнить, где-то осветлить. Угу. Где-то не хватает тональности, где-то вот эти у нас очень плоские, потому что еще много белого цвета, надо быстрее избавляться от белого. Белый цвет нам мешает. Это здесь надо доработать. Здесь у нас еще один стен. Надо чуть-чуть изобразить. Здесь немножко коричневого, немножко где-то с краснинкой добавляем. Только не пишем одним цветом. Где-то немножко цвет умбры. Здесь получается умбра жженый, либо ленинградская, немножко затемнить местами. Не бойтесь темных красок. Всегда можно осветлить, исправить. Где-то немножко зеленее. Значит, тот же коричневый, немножко добавляем зеленого. Если этот цвет очень темный, туда добавляем либо желтого. Если мы белый добавим, будет больше как бы белесости. Поэтому лучше немножко желтого добавить. Тоже это здесь больше зеленого оттенка. Это я немножко добавила желтого. И уже у меня здесь более зеленый оттенок получился. Не обязательно делать копию. Приветствуется то, что вы, если будете тоже менять чуть-чуть, по-другому рисовать. Так тоже очень интересно. Можете больше добавить ярких цветов, оттенков.
Можно просто зеленый, желтый добавить. Больше желтого, тогда у вас более яркий зеленый будет. Для новичков хорошо, когда новички повторяют работу художников. Если вы будете по фотографии рисовать, это будет очень сложно. Лучше рисовать с натуры, сделать натюрморт или маленькие этюды, набить руку, смешивать краски. Больше практики, у вас все получится. Где-то больше желтого добавляю. Картина — это наши эмоции. Поэтому больше оттенков добавляем. Где-то увидели с этой стороны. Значит, с этой стороны тоже такой же цвет добавляем. Можно немножко сверху добавить. Это немножко здесь зеленее. Это местами. Здесь больше желтых будет, а здесь больше зеленых будет. Сверху тоже больше зеленых. Поэтому немножко от зеленого отходим. Больше желтых, таких краснее добавить. Желтый цвет. Сиена. Немножко здесь уже такой холодный рефлекс идет. Тут тоже показать. Больше синего добавить. Но синий будет всегда смешиваться. Здесь получается краски тоже смешиваются очень хорошо. Прямо и в палитре смешиваются, и в кисточке, и на бумаге. То же самое и в других красках. Это в масляных красках тоже так же смешивается. Но масляные краски никогда цвет не меняют именно. Какой цвет взяли, именно такой и остается. Яркий, сочный. Вот. А здесь можно посмотреть, как высохнет. Надо еще что-то добавить. Если где-то есть белесый цвет, немножко белый оттенок добавляем. Здесь немножко еще красненько будет. Немножко коричневый. Коричневый. Тоже немножко умбра цвет есть. Тоже затемняем немножко. И тогда черный цвет не используем, чистый черный. Это добавочный цвет. Тоже время от времени отходим и смотрим. Вот теперь видно, что немножко уже наше дерево впереди. Еще немножко осталось здесь дописать фон. С этой стороны стволы сделать.
и сзади тоже листья обозначить. Кто устал, можете сделать себе перерыв 5 минут. А мы продолжаем. Немножко здесь зеленит, зеленого набросали. Тоже сложные немножко цвета. Чтобы сложные цвета сделать, смешиваем больше цветов. Больше 4, тогда у нас получится сложные цвета. Если вы немножко закрасили нашего стерха, да, тогда ничего страшного. Все это мы исправим. Здесь где-то немножко охристые оттенки идут. Добавляем охристые. И охру золотистую взяли. Это здесь добавляем. Тоже одним цветом не закрашиваем. Можно немножко красненького добавить. Или зеленого, если больше зеленого цвета будет. Ставим. Зеленит. Угу. Здесь тоже немножко больше красного, коричневого. Добавляем в коричневый. Либо красный коричневый берем. Сюда бросаем. Это еще немножко здесь у нас будет. Немножко охру добавила. Здесь будет тоже охристый цвет, можно немножко туда желтого добавить. Добавляем сюда. Немножко красненького. Слегка добавим. Угу. Это здесь немножко оранжевит. Тогда тоже желтый, красный добавляем. Можем еще охру добавить. Если у вас кисть грязная,
тогда надо промыть. Или новую кисть берем. Здесь более чисто, ну немножко тоже грязь видна. Или можешь просто в охру золотистую добавить немножко красную и получить вот такой цвет. Я вас не слышу. Вопросы есть? В зале, не знаю, есть ли вопросы, у меня нету. Добрый почин, если у вас есть. Это Ирина. Нет, супер. Нет. Угу. У всех получается? Нет, не у всех. У меня не получается. Если не получается, не стесняемся, задаем вопросы. Какие цвета не получается смешать? Если я очень быстро рисую. Если немножко тональности не хватает. У меня вообще все перепутано все. Если у вас очень много цветов и все замешано, то не бойтесь. Это у нас этап подмалевка. Но можно на этапе подмалевка картину, если вы полностью подмалевали, то можно так и оставить, но это нежелательно. Это будут подмалевка, это означает грубые мазочки. Главное, вы должны попасть цветом, оттенком. То есть вот этот объем показать. Угу. Именно цвет у меня там желтый, и вдруг откуда-то красный появился. Да, ну, это можно исправить, да? Если у вас желтый немножко переходит в красный, можно немножко взять кисть. Нет, не красный, а вот серый. Серые цвета тоже у нас есть. Это очень много рефлексов. Охра, серый, коричневый у меня. Да. Такие цвета обязательно должны у нас присутствовать, и более сложные. Вот эта часть у нас получается более такие чистые цвета, где у нас больше свет падает. А с этой стороны тоже теплые есть и холодные. И здесь и сложные есть, как и здесь. Да? Получается, здесь больше темноты добавляем. А с этой стороны светлоты. Не забываем наши рефлексы. Они повсюду. Потому что и трава отражает, да? И листья деревьев. Вот это нужно обязательно показать. И не забываем обязательно вставать, отходить, потому что глаза устают. И глазами пробежаться по комнате. Тогда человеческий глаз начинает, кровообращение улучшается, и глаза ярче и более насыщенно видят. Да, вот так немножко в стороны посмотрели, немножко отдохнули, и опять уже более четче видим. Глаз не замылился, как говорится. Если вы устали, можете отдохнуть, походить, немножко тоже, опять же, присмотреться. Если поблизости картину посмотреть, я немножко поближе сделаю, и вы посмотрите. Очень много оттенков. Все очень именно мазочки сделаны, да? Да, ух ты. Вот, видно, да? Видно. Увеличила. Вот такие мазочки должны быть. Но у вас мазочки разными могут быть. Не обязательно
как у меня. Все нормально, вообще даже красота. Очень много цветов должно быть, оттенков. Главное не бояться. Давайте сделаем перерыв. Мгм. Да. Давайте. Кто хочет 5 минут, кто 10 минут. Вопросы есть? Клюв красный или черный? Спроси, клюв красный или черный? Еще раз повторите, пожалуйста. А, кто к микрофону поближе, можете повторить вопрос. Спрашивает, клюв у птицы красный или черный? Красный. Красный, да? Мгм. Но здесь получается, что снизу у нас немножко темнит, поэтому немножко бордовый снизу будет, но там же также будут рефлексы играть, но здесь очень мелко, поэтому просто можете взять немножко красный с желтым. Ну или красный добавить, немножко где-то немножко осветлить, то есть не одинаковый цвет сделать, а можно одинаковый. Тоже, где у нас крылья, немножко есть тени серые. Здесь добавите. Перья у нас не черные, ребята. Ну, немножко черные добавляйте, немножко коричневые. Вот с этой стороны видно, что немножко осветлен, да? Немножко можете коричневый добавить. А также, если вы начнете рисовать лошадь, но это лошадь вообще, в принципе, можете тоже пятнами набросать, но пока к детализации не надо подходить. Клюв, все это относится к деталям. Но можете немножко тоже, если вы будете клюв рисовать, то обязательно берем тонкую кисть, чтобы кончик очень тонким был, потому что тем меньше у вас формат бумаги, тем сложнее толстой кистью рисовать, поэтому обязательно меняйте кисть. С вашего позволения я немножко отойду. Да. Спасибо, хорошо. Продолжаем. Делаем чистые цвета. Я добавила белила и охру золотистую. Можно сюда набросать. Если мы где-то допустили ошибку, можно немножко погуще положить краски. Но тут немножко все равно будет рефлекс.
Где-то немножко опять красного добавляем. Бахристый цвет. Делаем переходы. Полутона. Сперва у нас идет цвет, полутон, тон. Тон это у нас тени. Это собственная тень. И рефлекс идет. Или можно. Все это мы пройдем, когда будем рисовать карандашом. То есть у нас цвет, полутона, здесь немножко тон есть и рефлекс. Вот это у нас тон, тень собственная. Здесь получается полутон, цвет немножко есть и рефлекс тоже. И с этой стороны тоже полутона есть, а вот с этой стороны больше цвета. Здесь получается тоже чистый свет не ложим, потому что видно здесь больше немного зеленее. Значит, мы должны и зеленый добавить, и полутона. Сперва ложим цвета, которые мы видим. И это немножко серовин. Это больше чистого оттенка. Здесь тоже зелененький. Смешали и получил такой сложный цвет. Это такой цвет есть. Это здесь, да? Переходы надо показать. Беру белку, немножко воды, немножко убрала лишнюю воду. И здесь делаю переходы. Это здесь я делаю. Такой цвет. Здесь немножко сразу можем добавить коричневый с красным. Это у нас собственная тень будет. Сюда тоже добавить. Можно немножко влажной кистью подровнять. Убрать лишнюю краску, чтобы наш рефлекс не потерялся. Не слишком влажная кисть, то есть слегка влажная должна быть. То есть воду отжимаем вот так. С этой стороны. Убираем лишнюю краску. Здесь тоже переход можем сделать. Чтобы не было таких резких переходов. Где у нас краска стерлась, мы добавляем. Также делаем рефлекс.
Тот же серый немножко зеленит. Это желтит даже. Чем выше, вот здесь желтит, да, зеленый. Где-то не хватает. Видели, что здесь не хватает темноты, добавляем. Взяла охру золотистую, смешала. Ну, под охрой лежал красный, ну, коричневый, да? И смешался такой немножко сложноватый цвет получился. Где-то местами здесь добавляем. Немножко зеленит. Не совсем густо ложу. Если не хватает зеленого оттенка, то немножко можно туда добавить синий. Это у нас более зеленый будет. Мгм. Так, здесь немножко надо еще затемнить, да? Больше зеленый слишком яркий получился. Можно туда немножко коричневого, красного добавить. Зеленый. То сливается. Так. И отходим. Да, теперь выделяется. Здесь немножко потоньше будет. Немножко где-то исправили. То же самое здесь. Мгм. Где-то немножко здесь. Не знаю, почему.
Тут тоже немножко есть полутона, тоже нужно показать, немножко рефлекс есть, потому что сильно отличается, да? Мгм. Здесь тоже надо добавить. Немножко сложно. Бежевый, сероватый. Где-то немножко желтит. Немножко добавляем белил и осветляем. Сюда же можно добавить немножко желтую и красную. Только слегка. Немножко больше розоватый получился цвет. Этот цвет мы вложим сюда. Где-то немножко сиреневый есть. Да? Сиреневый цвет делаем синий, берем краплак красным. Если нету краплака красного, можем добавить туда красный и белый цвет. Можем немножко туда добавить коричневый. Тогда это такой небесный цвет будет, сиреневый. Немножко либо в сторону красного, либо в сторону синего. Сейчас покажу, как это делается. Чтобы сиреневый цвет сделать, берем белую краску. Так, белый цвет. Немножко туда добавляем синий. Слегка. Это получается такой голубой плюс красный краплак. Красный краплак добавляем немножко слегка. Не сильно, видите? Если сильно много добавим, больше будет фиолетовый, да? Если больше синего, то синий. Если это все хорошенько смешать, немножко туда добавить коричневого, да? Вот такой сложный сиреневый получился, больше сероватый. А нам нужен немножко светлый, да? И больше в сторону красного. Вот примерно такой. Если сильно темнит, то опять же побольше белил добавляем. И осветляем наш сиреневый. Но здесь у меня немножко смешаются другие оттенки. Но все равно примерно будет такой цвет. Вот этот цвет здесь будет находиться. Немножко сиреневит оставим. И еще одна ошибка новичков — оставлять кисть
Вот так. Когда наша кисть форму теряет. И получается какая-то вот такая скошенная кисть. Поэтому всегда старайтесь кистью убирать в сторону и не оставлять надолго в воде. Также и синтетику касается. Где-то у нас здесь светлит, значит, в этот же бежевый, немножко с розовинкой добавляем белила. И получаем более светлый оттенок. И влажной кистью немножко смягчаем переходы. У нас переходы не должны быть такими грубыми. Где-то можно немножко еще акрилистого добавить. Здесь листы есть. Также падающая тень есть. Можно немножко умбру добавить. Это умбра у нас темный коричневый. Ну, немножко будет синего добавили. Это местами покидали. Сюда же мы добавляем наш сиреневый. И охру. Можно немножко подправить. Тут немножко розовые оттенки будут. Если сильно розовит, можете желтый добавить. Или охру золотистую. Немножко есть розовый и желтый, да? Скорее больше желтый. И опять же отходим и смотрим. Сразу же можно еще отбелить, если сильно темный цвет получился. И немножко тут зелененький, серенький есть сверху, да? Тоже сразу же переходим в серый цвет и начинаем добавлять серовизну. Немножко зеленее. Также немножко зеленый добавляем в этот оттенок. Тоже смешиваем цвета и находим цвет и ложим. Немножко зеленый. Значит, не надо больше зеленого добавить. Угу.
лишнюю краску убираем. Теперь здесь коричневый будет. Мгм. Лучше можно немножко добавить желтого. Или оранжевого. Тогда нам нужно желтый добавить красный. Тогда немножко оранжевее. Или охру добавить. Здесь немножко более такие сложные цвета есть. Здесь тоже немножко зеленеет, оказывается. Можно просто немножко сиреневого добавить. Так. И слегка смягчить переход. Вот здесь немножко темнее, значит, надо темнее. Мгм. Мгм. Здесь немножко тоже есть охристый тон, слегка только. Сильно много не добавляйте. Чуть-чуть слегка. И немножко растушевываем пальцами. Слишком яркость убираем. Здесь немножко тоже охристые оттенки добавляем. Также здесь опять же эти линии рисуем немножко, показываем форму. Немножко белила добавила. И местами немножко светлее. Тут у нас немножко рефлекс есть. Можно сиреневый белый добавить. Здесь у нас рефлекс будет. Вот тут немножко сиреневый рефлекс будет. Здесь немножко. Здесь тоже немножко светлее. И можно тоже переход немножко смягчить.
Опять же отходим, смотрим, сравниваем. Это можно еще, я здесь больше белил взяла, чуть-чуть похожий цвет, но он более холодный. Та же кисть, те же цвета смешались. Все успеваем. Меня слышно? Да, очень хорошо вас слышно. Да, слышно. Да, нормально. Мгм. Ребят, вы на каком этапе? Успеваем? Я не успеваю. Можно показать вашу работу? Да. Видно? Видно, да? Да, очень красиво, мне кажется. Молодец. Да, классно. Немножко постарайся, слегка быстрее работать. Не бойтесь, главное, больше разных оттенков ложите, посмелее. Даже если нахлёст будет, ничего страшного. Главное, чтобы избавиться от белой бумаги. Если много белой бумаги, ребята, мы можем Ой, растеряться. очень хорошо. Там ослик, да, стоит? Нет, там лошадь. А лошадь, да. Какой ослик ты даешь, Кира? Как можно говорить так? Мы же лонхо рисуем. Какой там ослик? Ой, Ну, я так увидела издалека. Вижу, что лошадь, да. Старайтесь больше цветов использовать. Ой, молодцы, как красиво. Главное, не бойтесь, ребята. Давайте быстрее избавляйтесь от белой бумаги. Даже если у вас немножко грязные цвета будут, так и должно быть. Не бойтесь. Главное использовать и чистые цвета, и сложные. Только, получается, больше используем смешанные цвета. То есть чистыми называют больше смешанных, больше 2 цветов до 3. Или просто чистый желтый можно взять, да? Но старайтесь чисто именно одной краски не писать. То есть мы добавляем туда, делаем где-то больше 4-5 цветов, смешиваем, у нас получается очень сложные цвета. Тут должны быть и обязательно вот такие рефлексы, да. Наша тональность должна быть, не забываем. Тон дает объем. Получается, и задний план должен немножко отличаться от переднего, да. За счет тона мы видим этот объем, то есть она уже закругляется, да. Это как вот, и задний план тоже. Но задний план сильно четко не надо рисовать, потому что это уже подальше находится. Вот наш задний план, фон. И в конце мы будем более как бы передний план ближе делать. Наша лошадь будет. Вот. Сейчас мы заканчиваем вот этим закрашивать. То есть получается вот это просто пятнами можно набросать. Здесь получается в фоне больше используется с этой стороны желтого и оранжевого. Да? Немножко есть такие сиреневые цвета. И больше такие желтушные есть. И серые. Да? Но более чистые на фоне. А тем дальше, тем уже сложнее получается. Если мы начинаем стерхи рисовать, то начинаем с
теней. Здесь у нас много серых оттенков, да, сиреневых. Это получается у нас тени. Сперва тени прорисовываем, потом можем наши вот эти кончики крыльев темно-коричневым, немножко добавлением черного, сиреневого, и мы делаем наши крылья. Видно, что крылья все не одинакового цвета. Некоторые, получается, цвет попал, и немножко они сиреневят. Где с стороны тени, там уже более чернее будет. Некоторые немножко коричневят, некоторые сиреневят, не забываем. Вот. И получается, потом уже мы здесь чистые белила не используем, где у нас белый цвет для наших глаз видно, да? Это не белый цвет. Здесь, получается, мы добавляем немножко, больше белил, плюс желтого чуть-чуть и немножко красного. Но красного совсем мало надо добавить. Тогда у нас получается такой солнечный цвет называется. Этот цвет начинает светиться. Вот. То есть, если здесь увидите на бумаге, видим белый цвет, он какой-то холодный, да? Такой плоский, необъемный. А здесь мы видим более теплый цвет. Значит, мы не используем чистые белила. То есть, опять же, белила смешивается, и получается такой объемный цвет, теплый. Вот. И продолжаем наш фон, наш задний план. Здесь, получается, немножко набросали. Если видно, что немножко какой-то другой цвет, немножко добавляем где-то сиреневый. Я использую очень много кистей. Вот так держу. Можно в каждый палец вот так ложить и вот так держать. Тогда очень удобно. Они не касаются и не мораются. И как раз удобно брать. Такой же сиреневый немножко на ножке будет, у лошадки. Поэтому можете тоже уже набросать. Этот цвет, он очень похожий, да, сиреневый. Можно где-то, если есть, набросать. Немножко тоже зеленит. То есть видно, что рефлекс падает. И где-то видно будет. Угу. Так, здесь у нас... Угу. Если кто хочет посмотреть картины, могу показать вам. Покажите. Можете немножко отвлечься от работы. Давайте покажем зрителям, кто смотрит. Так, сейчас покажу. И в Ютубе. Видно, да? Да. Ух ты. Это получается посуды и музыкальные инструменты. Натюрморт. Это натуры было. Незаконченная работа. Эти картины написаны маслом. Здесь это с фотографии было нарисовано. О, красота. Тоже, спасибо большое. Тоже можно увидеть мазочки поблизости. Отлично, оказывается. То есть у нас небо одного цвета, разных оттенков. Ой, как настоящий прям. Ну, немножко цвет на видео немножко неправильно показывает, но очень яркая картина. Следующая картина — гранаты. Вау, как настоящий. Здесь Вау. тоже много рефлексов, много сиреневых оттенков, бордовых, Молочная, красных, лиловых. Спасибо.
Здесь получается, видите, как фон и край стола немножко затуманены, да, то есть нечеткие. То есть даль всегда нечетко рисуем. То, что ближе, мы четче рисуем. И вот блики. Здесь, получается, белых цветов нету. Вот эти блики, они тоже солнечного цвета. То есть добавлением желтого, неаполитанского розового и белого. Это тоже масляные картины. Здесь получается натюрморт с натуры. Тоже незаконченная работа. На этапе подмалевка. Но можно сказать и законченная. Некоторые оставляют на этапе подмалевка своей работы. Здесь тоже очень много цветов. Не только оранжевые, но и зеленые, коричневые. Тут тоже белого совсем нету. Здесь получается тоже такие сиреневые, серые. То есть вблизи должно быть мазочки, а картину надо издалека смотреть. Вот так. Следующая картина «Лебеди». Здесь тоже можно увидеть на перьях много разных оттенков. Тоже солнечные цвета есть. Много сиреневых, холодных, да, и теплых желтых. Видите, как серый переливается немножко, переход идет в зеленый. И тоже отражение есть немножко коричневит, краснит, зеленит. И здесь то же самое. Только солнце прямо. Да. Красиво. Красиво. Так, здесь трава растет, тоже разных оттенков. Деревья мазочками, поблизости если посмотреть. Отражение воды, да, прям? Да. Здесь тоже, если воду посмотреть, очень много оттенков разных. Это картина. Здесь тоже очень много солнечных оттенков. Здесь осень представлена. Здесь, получается, можно вдаль посмотреть. Здесь тоже, смотрите, переходы от неба к деревьям или к горам должны быть нечеткими. Видите, как смазанные, да? Еле заметные переходы идут. И деревья тоже мазочками, поблизости мазочки, а издалека наши деревья получаются. Дальний план можно такими мазочками рисовать, грубыми. Очень красиво выглядят. А поблизости мы уже конкретику рисуем. Тоже здесь очень много вот таких теневых и солнечных. Солнце у нас с левой стороны, и тени у нас падают вот так. Тоже тени разных оттенков. Красный, там, краплак, сиреневый. Тут черных цветов совсем нет. Даже вот эти темноты, они не черные. Здесь очень много разных. Умбра ленинградская, там жженая и черный цвет, черный Марс, коричневый. Можно сажу газовую тоже смешивать. Очень много таких черных оттенков. Черная есть. Вот. А вот такие коричневые оттенки, они более легкие. Вот темные масляные краски, ребята, черные темные цвета, они больше эти тонкие, быстрее высыхают, чем светлые. У нас, получается, белила титановые, они более плотной консистенции, а такие темные оттенки, они более прозрачные. Есть в масляных красках и полупрозрачные краски, и прозрачные, и плотные. Все это отличается, и тоже нужно знать. Вот здесь очень много, видите, сиреневых оттенков. Вот.
Тоже есть сложные сиреневые, чистые сиреневые, ближе к синему, где-то больше краснеет, где-то вот эти. И сзади вот солнечный свет. Видно, что чувствуется, что солнце светит, да? Да, прям много солнца. И тоже траву рисуем, тоже много оттенков, где-то получается, если в поле посмотреть и далеко, тогда получается от неба идет рефлекс, ребята. То есть поле немножко вдали тоже немножко голубеть начнет, как-то сиреневеть. Поэтому не забываем. Мгм. То есть просто зеленый цвет не ложим. Тоже много оттенков цветов. А здесь просто незаконченная тоже работа. Карандашом вот так отмечаем. Тоже не обязательно конкретно рисовать. Просто примерно набросали и начали рисовать. Это самая первая работа. О, как открыто прям. Здесь, если посмотреть, очень фактурно, прямо как наждачная бумага. Очень много оттенков. Это тоже масло. Можно посмотреть, прямо шершавая такая. Очень много краски здесь использовано. Ну, здесь, получается, это очень старая работа, но, видите, цвета тоже сохранились. Фактуру дерева нарисовала. Вот немножко тут тоже сиреневые, неаполитанские розовые есть, краплак красный, Марс коричневый, вот умбра ленинградская где-то видна. Здесь очень много оттенков. Ребята, человеческий глаз отличает очень много оттенков, больше 200. Да, можно такие палитры попробовать дома сделать. Получается то, что от светлого к темному, от чистого к сложному можно очень много оттенков сделать. Немножко поближе покажу, опять же, этот рисунок. Вот я положила сиреневый, тоже местами набросала. Вот здесь видно мазочки, как использовала. Вы тоже не бойтесь. Вот наша трава. Как вы думаете, легче рисовать гуашью, либо акварелью, либо маслом? Как вы думаете? Какими красками легче рисовать? Гуашью, наверное, легче, да? Нет. Нет? Да? Нет. Легче всего рисовать картины маслом. Да. Но одно есть но. То есть тоже нужно знать, как начинать. Вот эти тоже тонкости есть свои. Но если вы научитесь, то будет, конечно, легче маслом рисовать. Самое вообще сложное... слушаю вас. А масло не вызывает аллергию, там, он Может вызвать аллергию, потому что аллергичные люди, когда используют разбавители разные, помимо масла, то есть разбавители, как пенен или white spirit, это очень опасные разбавители. Я учу не использовать разбавители, но это немножко сложнее, потому что, получается,
многие не хотят дышать white spirit, очень вредно для легких, поэтому я использую льняное масло. Получается, у кого нет аллергии на льняное масло, может смело пользоваться. Или бывает, что если льняного масла нет, то мы используем подсолнечное масло. Конечно, подсолнечное масло – это не хороший вариант, я вообще не советую никому использовать. Но бывает, что если нет, у кого-то нет доступа, кто далеко живет, купить, то обычное подсолнечное масло тоже подойдет. Он будет сохнуть дольше. И старайтесь, вот когда кто-то масло начнет, много масла не добавлять. Если добавлять разбавитель, есть такие разбавители пинен, они меньше всего запаха имеют. White spirit, скипидар я не рекомендую, потому что это запах ужасный, надо проветривать, а зимой проветривать это плохо, да? Ну, неплохо, конечно, но в смысле холодно, имеется в виду. Вот, поэтому лучше просто маслом писать, тогда, если вы будете маслом писать картину, у вас картина будет сохнуть очень долго. Но разбавитель добавляется для того, чтобы краска быстрее стала, чтобы легче было следующие слои наносить. Да. А можно, конечно, если не писать чисто на разбавитель, можно просто совмещать масло плюс разбавитель пинен. Есть такие разбавители, которые Это холсты нужны для масляных красок, да? Да, это специальные холсты, льняные, либо хлопок, а есть комбинированные. Это получается льняной и плюс где-то сколько-то процентов льна, чем больше льна, тем лучше, да, они подороже будут. А хлопок, он как бы растягивается, а лен держит форму очень хорошо. Но бывает, что и на хлопке тоже рисуем, или можно самим натягивать. И получается, вот эти холсты, которые мы покупаем, эти холсты надо все равно грунтовать, потому что та грунтовка, которая здесь на холсте, недостаточно. Вот. А гуашь у нас получается... Вообще масляные краски, они очень долго хранятся, и вообще такие картины, они на века, да, то есть можно очень долго хранить и передавать, а получается, вот картины гуаши, они долго не хранятся, но 30 лет, конечно, они будут храняться хорошо, но может быть такое, что если вы очень густо гуаши пишете, у вас может краска просто рассыпаться. Да, поэтому не надо заворачивать, такие картины под стеклом хранят. Точнее, вешают, не надо хранить, а вешать на стену, да, и получается, вот такие картины тоже очень классные. Даже есть такие художники, которые именно гуаши рисуют, но большинство маслом рисуют. А акварель, получается, акварель – это очень сложная техника, тоже надо приловчиться, то есть научиться, да. Тоже там есть такие правила, что и постоянно с водой работать, и менять воду постоянно, да, чтобы очень много накладывает оттенков, и как по градиенту надо делать, там тоже надо все рассказывать, вот, это показывать надо. Гуашь тоже не так сложная, я бы сказала, это не такая сложная техника, это более простая, но тоже можно, и это тот же акварель, но просто гуще, здесь много всяких добавлений, и глицерин содержит, да, и получается вот более густая, чем акварель. И тоже можно как акварель нарисовать, то есть больше разбавлять. Ну, конечно, это не советую, потому что может краска при подсыхании может чуть-чуть рассыпаться. Да? Но такого, я думаю, не будет. А есть акриловые краски. Акриловые краски, они более пластиковые, да? Акриловые краски мы можем мебель красить, да? Тоже можем... Есть для ткани акриловые краски, да, есть для холстов, да, тоже можем. Акрил просто очень, как сказать, плоская картина у вас получится акрилом. Вы будете стараться рисовать, писать более объемные картины, но такие акриловые картины, как обычно
являются не плоскими, потому что при высыхании краска более пластиковая, как сказала, и более вот такая, ну, резиновая, или, как сказать, начинает цвет менять. Когда высыхает, начинает темнеть, и очень сложно потом осветлять. Допустим, если вы темную краску положили, и вы хотите алую и красную положить, то у вас не получится. Ну, получится, но надо будет... Да. И получается, если краска в одежду попадет, тоже не стирается акриловая краска. Да, очень надо аккуратно работать. Вот. Тоже если на стену капнет, тоже не будет убираться. Вот. Поэтому акриловые краски вообще классные. Можно одежду рисовать и стирать, ничего не произойдет. Вот. И тоже надо научиться насыщенно писать, очень классные рисунки делать. Конечно, можно акриловые краски разбавлять, но акриловые краски тоже сильно нельзя разбавлять, как акварель, да, потому что при высыхании эти акриловые краски, они теряют свойство держаться, то есть потом они будут высыпаться как порошок, если будете очень много, больше 30% воды использовать. Тоже надо. Ага, слушаю вас. Вас не слышно. Акриловые, ну вообще акриловые краски тоже хорошие, тоже надо пробовать обязательно, разные краски попробовать, да. Также вот масляные краски, не просто вот плюсов очень много получается, да, что цвет не меняет, и всегда такие сочные яркие оттенки остаются. Потом еще лаком покрывать надо. Когда вы лаком покрываете масляные картины, то у вас картина становится ярче. И срок службы большой, огромный, можно сказать. И можно всегда исправить. То есть легче. Акварель исправлять сложно, но можно. А вот масляные краски, даже если ошибка какая-то была допущена, то очень легко исправить. Угу. Так, все, продолжаем. Да. Мы заканчиваем, да, фон? Да. Молодцы. Я сейчас быстренько нарисую фон. Немножко желтизны добавлю. Это желтизны много будет вот здесь. Это белее будет. Это здесь еще будет. Тоже, чтобы оранжевый цвет сделать, нам нужно желтый смешать с красным. Тогда у нас будет оранжеветь. Я вообще не живу. Много того, да? Некоторые начинающие художники иногда очень долго что-то, одну часть рисуют. Надо, ребята, рисовать, писать картину со всех сторон. Не надо останавливаться. Вот что-то, вот эту часть долго нельзя рисовать. То есть надо везде рисовать. Потому что можно просто в одну точку смотреть и каждую точку по отдельности, если нарисовать, написать, то у вас будет картина нецелостная, то есть из разной истории будет. Поэтому старайтесь со всех сторон рисовать. Увидели цвет, туда и ложите.
И главное не бояться. Так, что, птичек, да? Так. Мгм. Не забываем вставать и отходить и смотреть издалека на вашу работу. Да, 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 да. Какой ужас. Если у вас в кисточке где-то видно, вот где-то здесь похожих оттенков, то тоже ложим сюда. Бежала? Где-то набросали, опять. Немножко темнеет, значит, немножко зеленого добавляем. Вот, теперь Начинаем нашу лошадку прорисовывать. Здесь где-то больше сиреневых оттенков, да? красиво. А, да? Здесь немножко сиреневых добавляем. Ага. Если мы уже лошадку начинаем, то кисть размером меньше берем. Но у кого, если нету кисточки размером поменьше, то пойдет и такая кисть, которая у вас сейчас есть. Можно просто постараться где-то угол вот так нарисовать. Вот этой стороной, ребром, тогда у вас получается потоньше. Ой, Чисто белым, ребята, не рисуем. чисто белый. Ага, не рисуем. Здесь очень много. Вот то, что белым видно, да? Вот края, это солнечный цвет, это не белый. Пока вот этот цвет не рисуем. Начинаем от темных, вот такие, немножко зеленоватые, потому что трава отдает рефлекс, да? Вот где-то немножко розовеет, да? Немножко сиреневит снизу. Вот тут тоже зеленый такой, зеленоватый сиреневый идет. Немножко зеленый, да? Все эти оттенки, они отражаются. А лошадь у нас на самом деле белая лошадь. Но мы, как видим, здесь у нас теневая часть, потому что лошадь попадает немножко в тень. Даже так, угу. Здесь как-то сверху падает же, да, свет, значит, тут тоже немножко светлит. Но теневая все равно есть. Угу. Если где вот с этой стороны белила желтый, немножко, если у вас телесный есть, можете туда добавить желтого, белил и сюда положим. Да. Нет, Где-то немножко есть будет. Даже если вы белый цвет, который солнечный цвет закрасите, ничего страшного. Потом мы будем добавлять. Опять же, где у нас сиреневый мы сделали, добавляем воды, разбавляем. Этой же кистью попадаем в этот и получаем такой сероватый сиреневый. Да? Но этот цвет не подходит. Значит, что мы делаем? Можем сюда добавить зеленый. Тоже цвет не подходит, да? Тогда можем немножко добавить охристые оттенки и получить такой сложный зеленый, да? Вот этот зеленый, если сильно зеленый, то можем туда добавить коричневый.
Вот такой цвет получаем. Немножко еще добавим. Вот. Такой сложный цвет получили. И получается, здесь мы теневые делаем. Лишнюю краску убираем. Да. Ну, нас не может. Нет, как ты? Сама говорю. Здесь тоже добавляем наши тени. С этой стороны добавляем. Где-то здесь, ну, здесь уже более зеленеть будет, да? Можем просто для себя отметить. И тоже линии, темные линии делаем. Тоже где теневая часть. Хвост очень пышный. Показываем объем хвоста. Даже если немножко будет отличаться, ничего страшного, будем краски больше и больше красок добавлять. Здесь то же самое, больше зеленит, получается. Немножко добавили темноты. И здесь немножко, ну не сильно вот так, пятнами рисуем. Даже если у вас неправильно будет, ничего страшного. Потом исправим. Угу. Здесь тоже объем волос добавляем. Показываем очень красивые волосы. Здесь добавляем опять же тени. Вот. На таком этапе мы переходим дальше. Можем сейчас добавлять более такие розовые, сиреневые, либо зеленые. Давайте зеленые добавим. Кисточку можете не мыть. Но можете помыть, да, потому что там белесости тоже. А нет, белесости не было же, да? Ну ладно. Так, сюда мы добавляем немножко зеленый, смотрим, да? Этот зеленый нам не подходит. Значит, сюда идем, где у нас бежевый был. Вот этот зеленый может подойти. Потому что немножко даже охристого или желтого добавить, да? Вот, похожий цвет получился. Переходы я чуть-чуть смягчаю пальцем. Здесь тоже немножко зеленый. Это здесь добавляем зеленый. Это животик немножко зеленее делаем. Опять же, можете кисточкой убирать переходы. Влажной кистью. Это здесь можно зеленый добавить. Вот здесь. Это на стене получается. Тут волосы тоже немножко зеленоватый рефлекс есть. Если посмотреть лошадь, да, в реальности, там вы белый цвет не увидите, а увидите очень много солнечных оттенков. То, что в теневой и от неба будут такие сиреневые оттенки падать.
И заметите холодные, теплые оттенки, и вот эти переходы теневые, они будут отличаться. Поэтому чем больше цветов добавите, тем лучше. Если закат там или восход, там тоже оттенки совсем другие будут, да? Где-то больше розоветь будет, где-то больше желтеть или там краснеть, оранжеветь, или еще вот эти, как сказать, тени будут где-то темнее, тоже, опять же, рефлексы будут идти. Поэтому очень много красок будет, очень красочно. И самое хорошее, когда вы пишете маслом картины, да, эти картины можно очень долго писать, несколько этапов за один день. Можно, конечно, и за 3 часа, и за 2 часа картину закончить, а можно поэтапно большие картины разделить. Получается, где-то оставить время на подмалевок, где-то на детализацию, да, где-то на этот начальный этап карандашный, да. И получается в итоге очень хорошая картина получается. То есть поэтапно, да, от подмалевка там до детализации, от нахождения от общего к частному. Есть а-ля прима. А-ля прима — это картина на одном дыхании, да, то есть получается, это тоже картина эмоциями, да, получается, вы пишете за один сеанс картину. Написали картину за один сеанс, и все. Вот это называется а-ля прима. Но а-ля приму хорошо рисовать, когда мы используем разбавитель. А без разбавителя, конечно, краска на масле очень долго будет мазаться, и кисть наша сразу будет грязниться, да? А если один мазочек положили, уже кисть грязная считается. Потому что краска от холста тоже липнет сюда, в кисти, и получается, тоже смешивается, и сложные цвета получаются. Поэтому для этого и используют разбавитель. Сейчас мы розовый цвет будем делать. Розовый цвет мы в белила добавляем красный и получаем розовый цвет. Но так как нам чистый цвет не нужен, мы можем той же кистью немножко промыть и в тот же бежевый добавить белого и розового. И получаем такой нежный розовый. Где-то сюда добавляем. Тоже мазочками. Места не есть. Здесь тоже немножко, ну здесь немножко сложные розовые есть, да? Туда немножко даже сирень можно добавить. Это не чистый розовый. Немножко притушить. Здесь тоже. Теперь тот же розовый, в этот же розовый мы можем вот где-то коричневые оттенки туда немножко синего добавить.
И сюда же вот этот цвет. И получился такой серовато-зеленоватый оттенок. Где-то он более светлый, да? Там немножко теплоты добавляем. Где-то здесь тени. Здесь. Вот эта часть немножко сероватый, но немножко желтым и зеленым, да? Там немножко желтый добавляем. Вот это еще здесь. Здесь у меня есть. Мгм. Это здесь тоже зеленит, немножко добавляем. Вот эту лишнюю краску все равно убираем. Немножко легкий зеленый остается. Немножко белила добавила. Здесь немножко зеленоватый цвет, слишком зеленый. Если тогда мы добавляем сюда опять же белый и осветляем. Такой зеленый будет здесь. Где-то здесь будет немножко. Где-то здесь можно добавить. Здесь можно добавить. Вот, теперь немножко отходим и смотрим. Наша лошадь становится более объемной, да? Ага, не хватает чего-то, да? Не хватает солнечного цвета. Но здесь тоже надо заканчивать. Здесь тоже вот эти немножко осветленные. Немножко белила сюда добавляем еще. Можно еще добавить. Мгм. Ушки. Здесь немножко осветляем. Еще где-то эту часть. Это здесь, сюда добавляем. Но это не солнечный цвет. Это более такой зеленоватый, желто-светлый, да? Тоже как бы сероватые оттенки. Можем тут переходы сделать. Важно. Форму показываем. Все делаем, все мазочки по форме, да? Ну, конечно, это не обязательно, но старайтесь все по форме делать, рисовать. Тогда быстрее объем получите. Ну и рефлексы не забываем.
Здесь немножко тоже можете посветлее сделать, потому что там не солнечный цвет. Можно чуть-чуть солнечный тоже добавить. Немножко, да, у меня расхождение получилось. Будем исправлять. Мгм. Мгм. Ниже снизу. Мгм. Немножко разминку. Ниже добавим. Мгм. Чтобы чистый свет сделать, надо это слить в воду. Мы сейчас будем солнечный цвет делать. И надо кисть помыть очень хорошо, чтобы других грязных цветов не было. Постарайтесь либо новую кисть взять, либо помыть кисть. Я сейчас воду поменяю и подойду. Поменяли воду. Я вас не слышу. Сейчас делаем солнечный цвет. Все готовы? Алло. Пошла менять воду, Аида. Ага, скажите, пожалуйста, когда все подойдут. Старайтесь брать краску
Видите, как у меня уже белая краска очень превратилась в грязь. Но старайтесь более чистую сторону брать. Так можно убрать. И вот с этой стороны взять чистую краску. Сюда ложим чистую белую. Можно также сюда другой кисточкой взять красный. Но много красного нам не надо, совсем чуть-чуть. Даже это слишком много. Ложим отдельно. Также мы чистый желтый ложим тоже отдельно. Старайтесь желтый очень чистый взять. Без грязи. Положили. Тоже много желтого не надо. И берем белый. Белый немножко сперва пробуем желтый добавить. Очень хороший цвет. А здесь красного вообще надо совсем вот столько. Совсем мало взять. И смешать. Если что, можно еще чуть-чуть добавить. Но вот этот очень темный цвет получился, да? Тогда что мы делаем? Тогда мы больше белил добавляем. И немножко желтого, да? То есть красного совсем мало должно быть. Вот такой у нас получился солнечный цвет. Но не стоит сильно смешивать. Пускай где-то будут желтые, немножко где-то белые, где-то красненькие, да? Можно еще белый добавить. Все готовы? Пока подождем всех. Ждем всех, можно просто взять сиреневый или серый, да, и вот эти теневые делать, где крылья. Так, сильно краснеет, значит немножко синего добавляем. Так, коричневый. Готовы? Да, Ага, хорошо. готов. Ребята, если у вас гуашь грязный получился, как у меня, старайтесь, просто убирайте грязь, мимо ложите, либо чистую часть берите. Старайтесь вот чистую часть брать. Отдельно ложим. Также ложим ярко-алый, красный, слегка кончиком сюда. Много красок не надо. И чистый желтый тоже берем, где совсем чисто. И ложим сюда. Здесь получается у нас в белый цвет мы добавляем немножко желтого, совсем мало красного, даже меньше, чем желтый. И сюда добавляем кончик. Немножко смешиваем, сильно не надо смешивать. И у нас такой солнечный цвет получается. Очень много белил, немножко желтого и совсем мало красного. Вот у нас получился такой солнечный цвет. Но в идеале, если мы пишем масляными красками, то значит мы берем вместо красного неаполитанский розовый. Угу. Получился у нас такой солнечный цвет, и мы начинаем. Немножко гуще берем, не разбавляем. Здесь получается вот так держим, рукой помогаем. Если у вас мольберт или на столе вот так
удобнее, да? Берете самую тонкую кисть. Либо плоскую, у кого какая кисть есть. И наносим вот так. Ручками ложим. Видите, как солнце ложится? Ой, мне красиво. Густо берем, ребята, очень густо. Не разбавляем. Если у вас сильно много воды, надо убрать воду и опять же белила взять, немножко добавить и наносить густо. Где-то можно чуть-чуть слегка тут добавить. Местами. Тоже вот сюда немножко добавить носик. Здесь чуть-чуть сюда. Солнце светит. Здесь тоже падает солнечный свет. Сюда тоже добавляем. Коленки прорисовываем. С этой стороны тоже много белил. Видно, да? Ага. Да, да. С этой стороны тоже добавляем белила. Солнечный цвет. И можем немножко вот тут с краю добавить сверху. И где хвост. Угу. Так, все. Ну, как И сюда. получается, да, так и получается. И сюда добавляем. Куда добавление красиво? Задний. Тут у меня там лежит. Здесь немножко надо притушить, убрать слишком светлости. Тут тоже притушить. И здесь немножко. Получается, ребята? Ну, это не так, как хотелось бы, не как у вас. Но я видела ваши работы, молодцы. Сейчас еще можно тонкой кисти дорабатывать. Главное не бояться. Тем больше практики, тем быстрее вы научитесь. За 20 занятий вообще можно, как хочешь, диплом. Ну, надо так набор сделать. Набор сделаем, да? Честно. Кто на 20 занятий, сертификат в окончании. Этой же краской можно уже рисовать крылья. Угу. Кто закончил лошадь нашу прекрасную писать, можем уже начинать наш стих. Да. Здесь очень просто, ребята. Плоскую кисть берете, небольшую. У кого размер бумаги поменьше, то можете круглые, обычные, тонкие взять. Но не сильно тонкие. И просто нажимаем.
Но в реале лучше, конечно, не так делать, да? Взять потоньше кисть, взять, сделать сиреневый цвет, серый, сиреневый как делали? Синий, белый, красный добавляли, то в сторону синего, то в сторону красного, и туда немножко коричневый добавляли. Вот у нас сиреневый цвет получился, да? Это у нас будет наши тени. Я вам рекомендую лучше вот начать с теней, либо можете, давайте я покажу, либо так прорисовали густо, да? Так, попробуем. Тонкую часть тоже, шею. И берем наши сиреневые и начинаем тени добавлять. Можно так и так нарисовать, как вам будет удобно. А можно также наоборот, сперва сиреневый, а потом белила. Ну, не белила, а солнечный цвет. Но здесь уже надо чуть-чуть подождать, чтобы высохла краска. И вот здесь можно чуть-чуть тенечек сделать. И приступить к солнечным цветом. Если краска заканчивается, можете еще белила добавлять. Ну, также начинаем ложить краски. По плоской кисть вот так держи. И шею тонко-тонко рисую. У кого есть потоньше кисти, старайтесь менять кисти. Если у вас морается, можете тоже влажной кистью убирать и исправлять. Тоже мазочками. Угу. Угу. Ну,
все, что получилось, то и получилось, да? Старайтесь ближе рисовать картинки. Сейчас мы уже вот наши черные перья будем рисовать. Также можете добавить, это тоже очень легко делается. Можно тонкой кистью, либо такой же кистью. Берем немножко черную краску, и где у вас коричневый лежит, туда и смешивайте ваш черный в коричневый, любой в палитре. Нашли коричневый, смешали с черным и получили темно-коричневый. Умбру ленинградскую, даже темнее получается, да? И наносим. Где белая краска подсохла, уже можно начинать. Уже не густо, черную краску густо не берем. Можно каждую вот эту прорисовывать вот так отдельно. А если вот так плоско делать, то будет вот так вот. Лучше всего вот отдельно тоже прорисовывать. Ой, как у нее красиво. Немножко отходим и смотрим. Мгм. Немножко у меня отсвечивает. Мгм. Немножко. Ну что исправляем, если неправильно сделали. Можно, конечно, немножко и сиреневого добавить, да? Тонкой кистью уже. Это уже детализация будет. Это немножко темный сиреневый берем. И, Да. и сюда немножко можно добавить сиреневые оттенки. Где-то слегка сиреневый. Где-то можно немножко коричневый добавить. Но это по желанию, да? И надо наши ноги нарисовать и клюв. Мы берем красный цвет. Вот этот же красный сюда смешиваем, где у нас оранжевый был. И полосочки делаем здесь. Если не видно, можете чуть-чуть погуще краску взять, потому что краска не ложится. Вот. Эй, Немножко лапки надо, можно чуть выше сделать.
лапки. Ножки прямо делаем, а лапки чуть выше. Вот как будто вот так. Вот так. Мгм. Лапки, скажите. Да. И здесь удлиняем. И незаметными делаем. Ярче не должно быть видно. Не сильно. Там, потому что есть такие рефлексы, да? Незаметными. Короче, у меня Конечно, снизу можете немножко темнее сделать. Тогда будет более объемнее. детички. Также клюв. Клюв может немножко, ну, так же делаем. А если неправильно сделали, исправляем. Да, всё. Клюв. Клюв. Ой, как красиво. Вот так вот. А, вот еще здесь пропустила, да? Можно тоже нарисовать. Да. Так, ну здесь. Это урок несколько. Да. Прямо по минуту. Ну все, да? Заканчиваем? Нет, надо еще немножко какие-то уточнения, детализацию делать. Если кто-то не успел, надо, у нас же еще время есть, да? Кто заканчивает, заканчиваем. Можно, конечно, дальше, еще лучше можно делать. А можно на этапе подмалевки и уточнения оставить. Я подмалю. Кто не закончил, может на конкурс, кто хочет, да, может потом дорисовывать, сам дописывать. Самое главное, делаешь. Ребята, кто рисует, можете потом на конкурс присылать. Ну, конечно, какие-нибудь работы свои. Все? Все Всё, успели? Да. Ну да, на Молодцы. уровне, на стадии своем, да. размалевки. На стадии подмалевка? Размалевки. Подмалевки. Подмалевки. Ну, простите. Размалевки. Подмалевки. Не простите. Подмалевки. Можно какие-то вот эти исправить. Все, что лишнее осталось, незакончено. Здесь немножко
где-то не хватает, да? Серебряны. Туда немножко добавляем. Вообще же лучше даже, чем вебинар. Да, лучше, чем вот. Ну, так не закроется. Вообще красота. Объемная. Получилась такая объемная картина, красивая. Покажите. Нет, у вас. Ага, спасибо большое. Да, очень красиво у вас. Спасибо. Я очень хочу ваши работы посмотреть. Давай ты. Вот получилось. Ух ты, молодец. Почему-то не видно. Только одну работу увидела. А еще кто есть там? Ух ты. Очень молодцы, но немножко не хватает тональности. Но для первого раза это очень хорошо. Молодцы. Ух ты, хорошие работы. Очень интересно, ваша подача очень интересна. Все. Всем спасибо большое, что участвовали. Я сфотографирую. А вы ваш рисунок тоже сфотографируйте, да, Али? Обязательно сфотографирую и отправлю. Поблизости сейчас показать работу. Да, полностью. Да, вообще красота. Действительно, там как-то свет падает. Да? Ну. Вот рефлексы, очень много рефлексов, оттенков, да, мазочков. Вообще красота. Очень красиво. Тоже тут много розового. Спасибо большое. Очень рада, что вам понравился урок. Еще приходите. А вы можете потом подойти, да, как-то уже вживую, или не получается все равно?